Формат мероприятия по подведению итогов минувшего года прочно закрепился в виде проведения очередной сессии Совета городского округа. На 53-м заседании депутатов на повестке дня стояло лишь 3 вопроса – отчеты о проделанной работе за 2015 год. О результатах деятельности Совета за отчетный период доложил председатель Совета Юрий Лысенко. За прошедший год было проведено 16 заседаний, принято 129 решений, 3 направлено на доработку. Кроме этого, депутатами активно велась работа с населением города, начиная от ответов на письменные обращения, заканчивая выездом непосредственно на места. Активно включался в проведение различных мероприятий и молодежный парламент. В целом, работа народных избранников за год признана удовлетворительной, отчет единогласно одобрен. Следующим пунктом повестки дня стало выступление главы города Халита Сулейманова, который рассказал об итогах социально-экономического развития Сибая и наметил планы на год наступивший. В своем докладе руководитель города отметил, что за отчетный период предприятиями и организациями было отгружено промышленной продукции, товаров и оказано услуг на более чем 11 миллиардов рублей. За время реализации среднесрочной комплексной программы с 2011 по 2015 годы в экономику города было направлено порядка 12 миллиардов рублей. Создано более 2500 новых рабочих мест, введено 132 тысячи квадратных метров жилья. Среди муниципальных образований, сумев лучше других реализовать пункты программы и привлечь больше инвестиций, Сибай вышел на первую позицию. Среди муниципальных образований, сумев лучше других реализовать пункты программы и привлечь больше инвестиций, наш городской округ вышел на первую позицию. Хочу подчеркнуть, что программа была принята своевременно, и решение продления ее на следующий период до 2020 года мы полностью одобряем и поддерживаем. Как известно, основой нашей экономики является горнодобывающая промышленность. На долю горняков приходится подавляющая доля объема производства, то есть благополучие города и горожан во многом зависит от ситуации в горнодобывающей отрасли. Сибайский ГОК, на объектах которого подрядчиком является Сибайский филиал Лучанского ГОКа, завершил год с неплохой прибылью. В целом, указанным предприятием на Сибайском и Камыганском месторождениях добыто 1 миллион 478 тысяч тонн руды, что составляет 2% уровня прошлого года. На Сибайской обогатительной фабрике переработано 1 миллион 524 тысячи тонн руды, в том числе 45 тысяч тонн давальческого сырья Башкирского шахтопроходческого управления. Непростым выдался год для работников Башкирского шахтопроходческого управления. За отчетный период на предприятии произошло снижение объемов производства на 41%, среднесписочной численности работающих на 18%, заработной платы на 11,5%. Причины этого объективны и связаны с завершением работ по ряду больших контрактов в других регионах, задержкой расчетов партнерами за выполненные работы. В положительном ключе глава города отметил работу Сибайского элеватора, мясокомбината «Башкирские колбасы», завода буровых реагентов, строительных фирм малого и среднего бизнеса. Заработная плата является основным источником дохода преобладающего большинства наших семей. Ее уровень определяет качество жизни людей. Последние годы здесь мы значительно подтянулись. В крупных средних предприятиях зарплата составляет более 25 тысяч рублей. К сожалению, еще не изжита практика выдачи зарплат в конвертах. Это ущемляет интересы не только трудящихся, но и наносит урон муниципальному бюджету. Налог на доходы физических лиц, осуществление пенсионный фонд и фонд социального страхования, а также фонд обязательного медицинского страхования рассчитываются исходя из заработной платы. Скажем, в 2015 году налогов на доходы физических лиц собрано в сумме более чем 141 миллиона рублей. Это больше 1/3 налогов и неналоговых доходов городского бюджета. То есть, чем больше белая зарплата у горожан, тем больше у бюджета доходов. Халит Сулейманов особо подчеркнул, что экономическое благополучие является главным залогом стабильности в социальной сфере. В городе постепенно решается одна из острейших проблем – нехватка мест в учреждения дошкольного образования. Успешная работа проводится и в системе здравоохранения. За 2015 год в городе трудоустроен 21 врач, из них 7 молодых специалистов. В целях закрепления врачебных кадров в Центральной городской больнице выделено 5 благоустроенных квартир. Хочу остановиться на задачах, над которыми нам предстоит работать в ближайшей перспективе. В этом году, как я уже сказал выше, начинается реализация следующего этапа среднесрочной комплексной программы экономического развития, который рассчитан до 2020 года. Мы продолжим работу по начатым проектам, будем активно привлекать инвесторов для развития перспективных направлений реального сектора экономики. Главной задачей на ближайшую перспективу является укрепление и расширение рудной базы комбината.
Это судьбоносный вопрос не только для коллектива горняков, но и для всего города. Серьезный сигнал о необходимости принятия безотлагательных мер по диверсификации нашей экономики. Следующим пунктом повестки дня стало выступление заместителя премьер-министра правительства региона, руководителя аппарата правительства республики Илшата Тажидинова. Он доложил присутствующим об основных итогах прошедшего года и определил перспективы развития экономики и социальной сферы Республики Башкортостан. В прошлом году мы столкнулись с серьезными экономическими вызовами. Упали цены на энергоносители, снизился курс рубля, был ограничен доступ на мировые финансовые рынки. Но вместе с тем хочу отметить, что несмотря на это, на сложную ситуацию, общими усилиями были сохранены позитивные тенденции развития Республики Башкортостан. Например, промышленное производство республики по итогам прошлого года выросло на 1%, по России снижение на 3,4%. Объем инвестиций по республике ожидается на уровне 320 миллиардов рублей. Но финансовые показатели чуть попозже будут подведены итоги, поэтому ожидается на уровне 320 миллиардов рублей или 104,3% к уровню 2014 года. По России снижение к уровню предыдущего года на 8,4%. В республике завершена реализация ряда инвестиционных проектов, построены крупные животноводческие комплексы. Планируется модернизация производства на предприятиях УМПО, Газпром нефтехим Салават, Башнефть, завершение в первую очередь строительства завода Кроношпан Башкортостан, реализация масштабных проектов в энергосистеме горно-рудной промышленности. Активно велось строительство социальных объектов. В 2015 году в рамках республиканской адресной инвестиционной программы выделено 11,9 миллиарда рублей. В соответствии с территориальным заказом на строительство, ремонт и реконструкцию дорог направлено более 12 миллиардов рублей. По словам Илшата Тажидинова, в целом в республике сформирован портфель из более 120 крупных проектов с объемом инвестиций свыше 700 миллиардов рублей, в ходе реализации которых будет создано порядка 45 тысяч новых рабочих мест. По объемам ввода жилья республика второй год подряд занимает 5-е место в России и 1-е в Приволжском федеральном округе. Стабильность в социальной сфере определяется уровнем развития экономической базы муниципалитета. В 2015 году сохранены положительные темпы роста промышленности города Сибая – 100,1%. Это хороший результат, особенно если учесть базу 2013 и 2014 годов. По среднегодовым показателям роста промышленности Сибай среди городских округов на 2-м месте. Илшат Азаматович подчеркнул, что, несмотря на экономические трудности, Сибаю удалось сохранить положительную динамику по ряду значимых социально-экономических показателей. Это рост предпринимательства, сокращение безработицы, привлечение инвестиций. При этом он отметил, что необходимо плотнее работать над наращиванием доходной базы бюджета, в частности, повышать эффективность использования безхозяйного и высвобождаемого в ходе оптимизационных мероприятий имущества. Депутаты Совета городского округа единогласно утвердили отчеты о проделанной работе и приняли к сведению доклад заместителя премьер-министра правительства республики, руководителя аппарата правительства региона Илшата Тажидинова. Подведение итогов года традиционно проходит в 2 частях. Если первая, пленарная, состоялась в театре имени Арслана Мубарякова, то вторую, торжественную, провели в Центре детского творчества. Церемонии награждения лучших предприятий и работников города предшествовала выставка продукции и достижений организации и учреждений Сибая, с которой могли ознакомиться все желающие. Торжественное собрание открыли театрализованным представлением «Огонь войны», посвященное 70-летию Победы. Именно это событие стало ключевым в 2015 году. Кроме того, Сибай стал лауреатом 2-й степени в республиканском конкурсе народного творчества «Салют Победы» среди всех муниципальных образований республики.
нашей жизни есть неизменные ценности. Одна из них – честное отношение к своему делу, уважение к труду. А потому в зале собрались именно те, благодаря кому город живет и развивается. Люди, чьей работой гордятся трудовые коллективы. Ведомственные награды в этот день получили 6 человек. За высокие результаты в учебе, творческой деятельности и в спорте в 2014-2015 учебном году стипендии президента Республики Башкортостан удостоены Анвар Бурангулов, учащийся детской школы искусств по классу Курай, и Дарья Сидоренко, учащаяся 11 класса средней школы номер 1. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие органов местного самоуправления, почетную грамоту правительства Республики Башкортостан вручили заместителю главы администрации по экономике Наилю Халиуллину. За реализацию мероприятий среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья на 2011-2015 годы благодарственными письмами аппарата правительства региона поощрили Анатолия Лысикова, заместителя генерального директора общества «Ситна», Серика Бежанова, генерального директора общества «Технострой». Почетной грамоты Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики удостоила заведующая сектором по жилищным вопросам администрации Ольга Гордеева. К полученным наградам свой подарок преподнес и ансамбль танца «Сибай» с композицией «У шатра». За заслуги перед городом и успешную реализацию среднесрочной комплексной программы почетные грамоты удостоился Илшат Тажидинов. За значительный вклад в развитие образования и культуры Сибая почетной грамотой наградили Галию Мухамедьянову, председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты Республики Башкортостан. Почетным дипломом победителя всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России-2015» в номинации «Лучшее учебное учреждение дополнительного образования детей» наградили Центр детского творчества. Заслуженный диплом лауреата первой национальной всероссийской премии «Будущее России» в области культуры и искусства в номинации «Народный танец» достался народному ансамблю танца «Аньякай». Следующими в череде награждений стали руководители трудовых коллективов, чьи предприятия по результатам 2015 года достигли наиболее высоких производственных показателей. В их числе Сибайский филиал УГОК, Ремстройцентр, Оптима-С, Управление жилищно-коммунального хозяйства, Сибдорстрой, Универсал, Башкирское шахтопроходческое управление, мясокомбинат «Башкирские колбасы», Общепит, Здравница Зауралья, Сибайский завод буровых реагентов, Сибайский элеватор, МФК Зауралья, агрофирма «Степная» и другие. Чествование лучших продолжилось вручением почетных грамот передовикам производства в различных сферах жизнедеятельности города. 10 человек удостоились почетных грамот Совета городского округа, в их числе и ветеран, участник Великой Отечественной войны Иван Иванович Фролов и руководитель литературно-музыкального клуба «Открытая книга» Анна Ивановна Глазунова. «Лучший по профессии» – так называется номинация, победу в которой на протяжении многих лет присуждают в нашем городе тому, кто умеет работать, кто своим примером ежедневно показывает, что такое настоящее мастерство и профессионализм. По итогам 2015 года таких оказалось 40 человек – работников правоохранительных органов, культуры, здравоохранения, молодежной политики и спорта, работники предприятий перерабатывающей промышленности, строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства и индивидуальные предприниматели.
Сибай в числе первых в регионе подвел итоги деятельности города в целом за 2015 год. Отмечены лучшие показатели, обозначено и то, над чем еще предстоит потрудиться в будущем. Главное, как бы ни складывалась ситуация в мире, сибайцы готовы трудиться во благо своего города. Вот так торжественно и красиво закрыли страницу года литературы. Официально старт году отечественного кино с передачей фирменного штандарта будет дан уже 3 февраля. Вот тогда-то 2016 начнет показывать уже свое кино. Елена Афанасьева, Дамир Хайбулин, Радмир Сингулов, Гульгина Раскидзина, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.